Добрый день, уважаемые участники благотворительного десанта. Мы с вами подключаемся в онлайн-формате традиционно в конце каждого года для того, чтобы провести наш десант «Мир глазами моего ребенка». Обращаю ваше внимание, что мы проводим нашу встречу на платформе Zoom. Параллельно у нас идет трансляция на YouTube-канале фонда Харсхал. Сегодня все выступления наших специалистов и ваши вопросы также сохранятся в рамках нашего стрима или нашей онлайн-встречи, как кому удобно. Я демонстрирую на экране нашу программу. Она достаточно такая емкая. При этом мы постарались учесть все пожелания и пригласить те организации, которые хотели бы видеть наши родители и специалисты. И традиционно мы начинаем наш десант с презентации возможностей фонда и проектов для родителей и специалистов. Передаю слово для выступления и приветствия директору благотворительного фонда Харсхал Клюкиной Любовь Николаевне. Добрый день, я благодарю всех подключившихся. Прошу дать мне возможность демонстрации экрана. Возможность такая появилась, отлично. Обычно я выступаю с большой презентацией фонда, но мне кажется, ее уже очень многие видели, поэтому сегодня, мне кажется, было бы интересно поговорить и вам показать сайт фонда, и вы могли бы задать вопросы, возможно, которые у вас возникнут, о работе фонда, на которые я могла бы вам ответить. Итак, какие услуги фонд предоставляет и самое главное, кому? Целевые аудитории, с кем работает фонд Харсхал, их у нас несколько на самом деле, но все они соприкасающиеся, потому что для того, чтобы поддержать ребенка с инвалидностью, мы понимаем, что нужно поддержать, во-первых, среду, в которой растет этот ребенок, семью, да, и тех специалистов, которые помогают развиваться этому ребенку. Поэтому мы работаем как с детьми, так с родителями, так и со специалистами. Ну и поскольку, да, много времени уделяем работе с органами власти, с представителями разных органов власти для того, чтобы поддержка семей детей с инвалидностью ОВЗ была более комплексной, понятной и отвечала запросам родителей. Как мы помогаем одной, второй, третьей категории? В первую очередь, конечно же, нужно понимать, что мы не можем охватить все 7 тысяч ребятишек с инвалидностью. Вот у нас сейчас происходит выдача новогодних подарков, и приходит много семей, которые в первый раз вообще узнали о фонде, и их слегка даже возмущает, если мы говорим о том, что нужно сначала с нами познакомиться, заполнить анкету и так далее, так далее. И вот это вот простое знание, что для того, чтобы фонд мог помогать, нужно быть в электронной базе фонда, семья должна дать согласие на получение услуг, в том числе информационных, а это согласие мы даем только через заполнение анкеты фонда. Так вот, на сайте фонда я вот прошу всех, кто сейчас присутствует, обратить на это внимание и помогать нам консультировать те семьи, которые к вам приходят, что есть такая возможность. На сайте фонда есть вкладочка «Родителям», и там есть вкладка «Анкета» для включения в базу данных фонда Харсхал. Здесь необходимо заполнять персональные данные, но мы говорим о том, что наша база совершенно защищенная, поэтому родителю не стоит этого бояться. И после перехода на ту или иную анкету, эта анкета открывается и абсолютно доступна для заполнения. У нас сейчас в электронной базе фонда более 3900 детей с инвалидностью по всей республике. Это больше, чем половина детей в целом, да, и каждую осень, каждую зиму эта цифра только вырастает, потому что мы актуализируем данные,
число представителей фонда в районах растет, ну и родители, повторюсь, да, активно приходят за своими подарочками. После того, как семья попадает в электронную базу фонда, появляется возможность получать услуги фонда. Для родителей эти услуги всегда абсолютно бесплатны, потому что мы работаем благодаря поддержке Министерства труда и социального развития республики, получаем на это субсидию. И мы в этом году, такое у нас новшество, выстроили электронную запись на услуги фонда. Электронная запись доступна в нижнем правом углу экрана, как с телефона, так и через компьютер, через браузер. Здесь можно выбрать разные локации. Если мы проводим десанты в районах, то открывается локация того или иного города, Алёкминска, Алдана или Медингури и так далее, и так далее. Вот. Если это город Якутск или онлайн, то просто консультации специалистов фонда. И здесь видно, какие специалисты доступны к записи на данный момент. Например, сейчас для абсолютно любого района доступна запись к нашему юристу. Консультация проходит в онлайне как звонком, так и в формате даже WhatsApp-переписки. И мы видим, что к нашей Инне Владиславовне можно попасть, например, завтра. Вот у нее еще 2 свободных места открыто и так далее. То есть каждый родитель в любое время суток абсолютно может зайти и через наш сайт записаться на те услуги, которые ему будут наиболее интересны. Кроме консультаций специалистов, наши коллеги проводят различные мастер-классы, и к нам очень часто выходят разные партнеры, добрые такие волонтеры, которые готовы помогать нашим ребятишкам социализироваться, в том числе приглашают их на мероприятия. Вот сейчас, например, на сайте я вижу приглашение «Бал Снежной долины» от СИМЭХ, которая пройдет 25 числа, и родители также могут получить бесплатный билет на это мероприятие. Здесь в партнерской базе у нас бывают и мастер-классы, и так далее, так далее, так далее. Но это вот тот вопрос я снимаю, который чаще всего возникает у родителей, а как получить? Вот. Важно сказать, что мы консультируем в WhatsApp формате. Вот здесь вот сверху есть такой WhatsApp значок, ну, в принципе, мы свой номер WhatsApp службы заботы всегда активно освещаем. Там сидит отдельный сотрудник, который сейчас супер занята, конечно, выдачей подарков, но при этом всегда готова ответить родителям на все возникающие вопросы. Нужно просто иметь немножко терпения, она не сможет ответить прямо в тот же самый момент. Вот. Это что касается поддержки, помощи родителям. Как вы видите, у нас довольно активная новостная лента. Здесь мы рассказываем о том, что у нас происходит. Вот буквально сегодня утром мы запустили грантовый конкурс для родительских сообществ, призовой фонд которого составляет 500 тысяч рублей. Он такой очень краткий, на самом деле простой, и родители, которые серьезные и зарегистрировались в свои общественные организации, мы приглашаем принять в нем участие, мы окажем поддержку в работе родительских наших организаций. Что еще можно найти на нашем сайте? Каждый родитель, заходя сюда, сразу же понимает, что мы можем и имеем такую возможность открывать сборы на те или иные потребности по реабилитационному лечению для ребятишек с инвалидностью. На самом деле, к нашему большому счастью, в этом году таких сборов у нас было гораздо меньше, чем в прошлом году, то есть не было такой большой потребности. Мы это связываем с тем, что сама система государственной поддержки семей, да, в том числе система здравоохранения, система выдачи ТСР, она постоянно улучшается, и поэтому родители все меньше потребности открывать сборы на своих детей, что, конечно, не может не радовать. Ну или, возможно, родителей смущает, что нужно настолько открыто рассказывать истории своих детей, но все же такая возможность есть. Мы фонд, и мы можем собирать деньги на те или иные нужды. Кроме этого, да, мы не активно освещаем это на сайте, но эта опция также есть. Мы оказываем финансовую поддержку семьям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Для этого нужно записаться к юристу
в онлайн-формате, она проверит все документы, и мы сможем небольшую финансовую поддержку семье оказать. Мы проводим комиссии по этому поводу раз или два раза в месяц и выдаем разные суммы от 7 до 15 тысяч рублей в зависимости от наших возможностей, потому что все эти деньги мы собираем от благотворителей, которые нам перечисляют. Вот. Для родителей у нас вот сейчас идет классный проект «Первый раз в инклюзивный класс». Туда уже вошли наши родители. И еще этот проект даже больше про педагогов, про специалистов, поэтому когда у нас спрашивают, как вообще для чего фонд специалистам, для чего фонд дефектологам, логопедам, мы говорим о том, что фонд на самом деле учит. У нас есть образовательная лицензия, поэтому вот в эту вкладку мы предлагаем заходить. Я вот тут ищу сейчас переход на наш образовательный центр, смотрю на Елизавету, он там есть? Ну-ка, попробуем-ка. Он там есть, отлично, да. И в учебный центр можно перейти. На самом деле целью этого года у нас было сформировать такое сообщество педагогов, неравнодушных педагогов, работающих с особенными ребятишками. Мне кажется, у нас это получилось, потому что только на курсы фонда, которые проходили по тематике организации внедрения системы сопровождения инклюзии, да, в образовательных организациях, у нас записалось больше 500 человек, что для нас, конечно, было на самом деле большим сюрпризом. Кроме этого, конечно, мы проводим различные семинары, ну и вот такого рода десанты, они позволяют специалистам, работающим с детьми, выступать, показывать свой опыт и его распространять. На будущий год, кстати, мы запланировали отдельное грантовое направление, такое небольшое, но все же получили уже на него поддержку для педагогов, которые работают с ребятишками с ОВЗ. При фонде мы планируем открыть такой центр распечатки, скажем так, да, подготовки методических материалов, потому что мы знаем, что особенно для альтернативной коммуникации таких материалов нужно много-много. Вот. Для всего общества, да, с учетом того, что фонд постоянно занимается формированием инклюзии, у нас есть много для этого возможностей. Можно приходить в молодежный центр «Среда», можно становиться нашими волонтерами. Вот тут у нас прямо есть отдельная вкладка, есть красивые фотографии об этом. Все это делается через Добро.РФ. То есть мы не только приглашаем, да, помогать фонду финансово, но и помогать ему методически своими руками, силами. Например, сейчас в рамках проекта «Новогодняя сказка» нам уже оказали поддержку несколько десятков волонтеров, которые приходили, помогали нам формировать подарочки, которые мы выдаем 3500 ребятишек по всей республике сейчас. Вот вы видите вкладку про этот проект. Сейчас мы еще и продолжаем собирать на него финансовые средства, но я надеюсь, что до конца года у нас все получится, и мы свои долги закроем в этом плане, в Новый год зайдем с закрытым сбором. Какие еще есть возможности? У фонда есть мастерская, мы работаем в нескольких направлениях, это и керамика, и текстиль, кожа, и продаем наши изделия, у нас есть вот такой вот симпатичненький онлайн-магазинчик. Когда я вот так представляю фонд Харысхал, у людей возникает ощущение, что мы занимаемся вообще всем на свете, да, а кто-то вообще думает, что мы больше похожи на государственное или муниципальное учреждение, чем на некоммерческую организацию. Но на самом деле мы просто фонд, который старается развиваться в разных направлениях, возможно, где-то с большей скоростью, где-то с меньшей, но конечная цель у нас всегда единая – это поддержка детей с инвалидностью, с ОВЗ. Вот, например, у меня большая радость, что в рамках нашего проекта «Мастерская Харысхал» вчера наш мастер Ариан, которому 14 лет, получил довольно-таки неплохую такую премию за свою работу, и к Новому году ему прям получился хороший подарок.
который он будет, я надеюсь, расходовать на какие-нибудь хорошие вещи, да, и это тоже поддержка для него, это такая профориентация, и он понял, что через изготовление изделий своими руками он может в будущем зарабатывать, и причем делать это вполне успешно. Именно, в принципе, для этого фонд и работает. Вот, кратко, быстро, готова ответить на вопросы, если нам Елизавета даст на это хотя бы 2 минутки. Спасибо. Спасибо большое. Я предлагаю задать вопросы в чате, если они есть. В чате или можно голосом. Я вижу коллег, которые к нам присоединились. У нас новый представитель фонда в Анабарском УВУСе, Наталья сегодня с нами здесь, отлично. Наталья только входит в курс дела. Мгм. Также хотелось бы Видимо, обратить мгм. внимание на то, что у фонда есть много раздаточной информации, и мы готовы разместить ее в ваших организациях, если вдруг родители уточняют, для того, чтобы была возможность вот такого вот такой оперативной коммуникации. Мгм. Мгм. Также в Да. настройках нашей трансляции я подключила возможность текстового сопровождения того, что мы говорим, поэтому мы попробуем расширить, так сказать, нашу аудиторию за счет технических возможностей Zoom. Мгм. Стать более инклюзивными. И я так понимаю, что запись идет, и на Ютубе она будет размещена, да, традиционно? Да, абсолютно верно. Хорошо. Я остаюсь здесь. Если будут вопросы лично ко мне, то готова ответить. Ну и вы всегда знаете, где нас найти. Еще целую неделю я доступна для встреч и общения на Курашова 24, офис 403 в городе Якутске. Ага, спасибо. Разрешите пригласить нашего следующего гостя, который проведет у нас вопрос-ответ-сессию. Это Слепцова Инна Ивановна, председатель Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. Она расскажет о том, что такое комиссия по МПК, где она находится и вообще зачем она нужна. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые родители. Родители здесь есть, да? Нет. У нас есть, смотрят на трансляцию на YouTube-канале Ну родители. хорошо. Так, сейчас я включу свою презентацию. Скажите, пожалуйста, ее всем видно, да? Пока что нет. Все, теперь все есть. Сейчас всё есть? Ага. Так. Ну, пускай сбоку здесь будет. Повышение компетенции родителей по вопросам организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Ну, статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья все слышали, все его постоянно встречают и в жизни, и на экране, и в документах, и так далее. Статус обучающихся с ограниченными возможностями подтверждается нашей психолого-медико-педагогической комиссией. Только ребенок, у которого есть заключение по МПК, в котором прописана какая-то определенная адаптированная образовательная программа, только тогда у ребенка, то есть у обучающегося, есть статус обучающийся с ограниченными возможностями здоровья. На этом слайде продемонстрирована цель нашей работы. Это своевременное выявление детей с особенностями в развитии. Ну, дальше сами быстренько глазами посмотрите. Я все никогда не зачитываю, потому что это напрягает слушателей, как говорится. Лучше один раз увидеть. Так, направлениями нашей работы является проведение собственного психолого-медико-педагогического обследования. Далее мы готовим по результатам обследования рекомендации, ну, то есть определяем вариант адаптированной образовательной программы.
Оказание консультативной помощи родителям тоже является нашей основной деятельностью. Следующее наше направление – это оказание республиканским государственным учреждениям медико-социальной экспертизы, содействие в разработке и прав ребенка инвалида. Следующее направление – это наша просветительская работа с населением. Также мы координируем деятельность наших территориальных комиссий. Об этом речь будет немножко поподробнее. И можем обследовать, то есть проводить перекомиссию в тех случаях, когда родители не согласны с решением территориальных комиссий. Так. Вот то, что я вам уже сейчас примерно проговорила, вот это вот очень хорошо отражено на этом слайде. Желтый кружочек – это у нас обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Детей с инвалидностью у нас в разы меньше. Статус обучающийся с ОВЗ выдает ПМПК, статус ребенок-инвалид выдает медико-социальная экспертиза. Документ, который мы выдаем, называется заключение, в котором прописана адаптированная основная образовательная программа, в которой прописаны специальные условия. Так. И документ, который выдает медико-социальная экспертиза, это индивидуальная программа реабилитации и абилитации. Смотрите, здесь очень хорошо, наглядно можно объяснять родителям, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья не все являются детьми-инвалидами, и не все дети с инвалидностью являются обучающимися с ОВЗ. Есть, конечно, дети, у которых есть сразу одновременно два статуса. Это в основном вот перечисленные ниже дети. Это дети с нарушениями слуха и зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умеренно тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития. Это вот наглядно для родителей объяснять очень проще на этом слайде. На следующем слайде по чьему направлению мы работаем. Во-первых, по заявлению самих родителей. Можем принимать на ПМПК по заявлению образовательных организаций, естественно, согласие родителей, по заявлению органов учреждений здравоохранения, тоже, естественно, с согласием родителя, или по заявлению социальной защиты. Ну, в данном случае это у нас Бюро медико-социальной экспертизы. Так. На заседание комиссии могут быть приглашены специалисты определенные, то есть ПМПК их выбирает, да, это обычно в командировках, когда у нас есть различные вопросы возникают, мы можем вызвать или классного руководителя, или зауча, в общем, чтобы вынести, ну, то есть, чтобы получить какую-то дополнительную информацию. На этом слайде у нас формы документов, которые нужны для предоставления ребенка на ПМПК. Все документы у нас утверждены на федеральном уровне, потому что они все согласно нашему положению 1082. Так. Ну, это презентация, в принципе, в большей степени для родителей, да? Заключение нашей комиссии до сих пор носит рекомендательный характер. Заключение наше выдается на руки родителям, а родители, в свою очередь, относят или в образовательные организации, или по месту требований на Бюро медико-социальной экспертизы и так далее. То, что прописано красной строчкой, да, заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, это пункт из нашего положения. Но в самом заключении у нас есть такой пунктик в самом низу, 19 пункт, в котором написано сроки следующего прохождения ПМПК
И мы там имеем право прописать, допустим, или возраст ребенка, или класс, или переход из одной ступени в другую. Например, мы можем написать перед школой следующий срок, или можем написать перед экзаменами и так далее. То есть то, что заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, это не, ну, скажем так, можно его несколько обходить. Заключение для предъявления в какие-то органы действительно, ну, то есть действительно требует 1 года, когда ребенок, допустим, поступает в новое учебное заведение или для предоставления в бюро медико-социальной экспертизы и так далее. Но если ребенок за несколько лет не показал никакой динамики, ну, то есть динамика у него стабильная. Если у него нет или положительной, или отрицательной, не дай бог, динамики, то заключение, в принципе, имеет силу на 1 ступень обучения. То есть или в среднем звене, или в начальном звене по несколько лет заключение имеет силу. Дальше. Здесь мысль о том, что ПМПК не выдает справки о домашнем обучении. Это ответственность медицинских организаций. Вот тут написано: основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации является заключение медицинской организации и заявление родителей. Это не наша ответственность отправлять ребенка на домашнее обучение. На этом слайде прописана ответственность родителей. То есть после того, как родитель получил наше заключение, когда он отнес наше заключение в школу, он еще должен написать заявление о том, что он согласен на перевод по адаптированной программе. Только тогда это будет, скажем так, ну, согласно закону. На этом слайде представлена система ПМПК в нашей республике. На первом уровне это мы, центральная ПМПК. На втором уровне, это на муниципальном уровне, у нас работают 20 территориальных комиссий. И на третьем уровне это у нас психолого-педагогические консилиумы образовательных организаций. Это может быть школа или детский садик. То есть здесь ребенок. Первично его выявляет консилиум, потом отправляет на муниципальную комиссию, и только при несогласии родителей мы можем его принять в центральное ПМПК. Но так как у нас районов 36, а территориальных комиссий 20, получается, что у нас, смотрите, 13 наших арктических улусов и северные 3 улуса остаются без территориальных комиссий, ну, по многим причинам. Не хватает детского населения в улусе и не хватает специалистов, дефектологов, логопедов и особенно врачей-психиатров. Поэтому, смотрите, если вы проживаете в вот перечисленных районах, то в ваших районах есть территориальные комиссии, они при управлениях образования функционируют, можете обратиться к ним. А если нет в вашем районе территориальной комиссии, тогда напрямую обращайтесь к нам. На этом слайде перечень адаптированных основных программ по нозологии. Вот. Для глухих обучающихся, для слабослышащих и поздно оглохших обучающихся, тут для слепых и слабовидящих, для детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, также для детей с расстройствами аутистического спектра и для обучающихся с умственной отсталостью и интеллектуальными нарушениями. Все адаптированные программы создаются, основаны на федерально-государственных образовательных стандартах, обучающихся с ограниченными возможностями отдельно,
и обучающихся с умственной отсталостью и интеллектуальными нарушениями. Это отдельный спецстандарт. Здесь у нас перечисление адаптированных программ. Сейчас они называются федеральные адаптированные образовательные программы. Все они вступили в жизнь в силу с 1 сентября 2023 года. То, что вот я перечисляла. Вот смотрите. Первый столбик – это дети с нозологиями, но интеллект у них сохранный. Когда интеллект норма. Допустим, точка 1. Да, это цензовая программа. Это общеобразовательная программа с индивидуальным подходом. Второй столбик, смотрите, отсутствие умственной отсталости или, другими словами, задержка психического развития. Точка 2. Это тоже цензовая программа. Здесь уже общеобразовательная организация должна прописывать, разрабатывать адаптированную образовательную программу, утверждать ее на своем совете, но все должно быть в соответствии с перечисленными ФАОПами. Так, что здесь я могу сказать? Это дети, которые сдают традиционный экзамен в форме ГВ, то есть государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного экзамена. 2 экзамена, а не 4 основных экзамена. Вот эти представители вот этих первых столбиков ближе к норме и дети с задержкой психического развития определенной нозологии могут сдавать экзамены в форме 2. Третий столбик, обратите внимание, это дети с определенной нозологией, плюс у них идет умственная отсталость легкой степени. Это дети, которые получают, то есть могут освоить все предметы школьные, кроме физики, химии, алгебры, то есть у них идет трудности освоения старших классов. То есть 10-11 класс они не берут, то есть они обучаются по мере своих возможностей, да? Но все то, что знает пятиклассник общеобразовательной школы, к концу 9 класса эти дети могут освоить. Они прекрасно умножают, решают, делят, они осваивают правильные и неправильные дроби, элементарная геометрия, естествознание, ботаника, вот эта вот биология, история, они все изучают. Им не подвластно только освоение физики, химии, алгебры, ну то есть где идет абстрактное мышление. Так, где необходимо, смотрите, 4-й столбик – это дети, у которых есть умственная отсталость умеренной, тяжелой или глубокой степени. Все равно у нас они все считаются обучаемыми. У нас в России необучаемых детей нет. Нам нельзя пользоваться такими формулировками. Это детки, которые обучаются по мере своих возможностей. Они, если даже будут учить 4 буквы в год, это будет их собственная программа. Это будет в соответствии со вторым вариантом, или по-другому ее называют СИПР, специальная индивидуальная программа развития. Вот вариант 2. Дети из 3-го и 4-го столбика – это уже не цензовые программы, дети ни с какими экзаменами не сталкиваются, заканчивают школу без экзаменов, получают свидетельство об окончании школы, потом могут поступить в профессиональные, технические, профессиональные училища, если в этих училищах реализуются тоже адаптированные образовательные программы, но их у нас очень много. И я хочу порадовать родителей, потому что федеральная адаптированная программа для детей с умственной отсталостью, вот эти вот 2 программы, приказ 1026 об утверждении федеральной адаптированной программы, 3-й этап школьного обучения может быть продлен до 20 лет. То есть, ну, для первого варианта, для детей с легкой степенью, он не является обязательным, но дети, вот, обучающиеся по СИПР, по второму варианту, могут в стенах школы обучаться
13 лет обучения. То есть 7 лет и плюс 13, дети могут быть до 20 лет учиться в школе. Ну, третий этап – это 10, 11, 12 класс. Они больше направлены на трудовое обучение. И к концу обучения школа должна им по принципу учебно-производственных комбинатов, которые у нас раньше были, должны выдавать какую-то несложную профессию. Но так как этот приказ, эта программа вступила в жизнь с 1 сентября, ну, к тому времени, наверное, года через 3 этот вопрос уже конкретно решится, и детям будут выдавать какие-то свидетельства об освоении какой-то несложной профессии. Все программы адаптированные размещены на сайте ФГОС реестр. Федеральные программы тоже можно найти. Ну, то есть адаптированные программы размещены на сайте ФГОС реестр давным-давно, да? А федеральные программы, почему-то, я не знаю, по каким причинам их пока здесь не представили, но тем не менее они в свободном доступе в интернете есть. Но там особо различий между ними нет, то есть все равно ссылка на ФГОС реестр остается в силе. Родители заходят, ознакомливаются с программами и уже вправе требовать от общеобразовательной организации создания специальных условий. Если у ребенка прописан логопед занятие, значит школа должна представить логопеда и так далее, дефектолога, психолога и так далее. Вот наши выходные, ну то есть наше расположение, геолокация, наши телефоны. Вот телефон комиссии. Это мы в отдельном корпусе. Так, и если есть вопросы, могу ответить на вопросы или можете задавать их в чате. Ну, Пожалуйста, верните я как предыдущий раз файл сфотографировать. сделала. Мгм. Спасибо большое за внимание. Пожалуйста, предыдущий слайд можно, просят сохранить ваши контакты. Вот это хорошо. Ага. Фотографируйте, Спасибо. Инна пожалуйста. Ивановна, спасибо большое. Мне очень нравится, как вы спокойно, интересно рассказываете. И иногда у меня очень болит сердце. Хочется, чтобы каждый родитель смог разобраться в вопросах того, какой образовательный маршрут выбрать для ребенка, Да. потому что иногда же бывает такое завышенные требования, заниженные требования. Иногда, например, не знают ну, какие-то такие нюансы, которые достаточно серьезно влияют на вообще в целом процесс организации образования, Мгм. что, с одной стороны, незнание в том числе провоцирует ситуацию недопонимания. Поэтому спасибо большое за очень подробную, хорошую, интересную презентацию. Мы данную трансляцию сохраним у себя на YouTube-канале. Еще хотела бы перед тем, как зачитать вопрос, сделать отсылку к нашему эфиру, который мы также провели при участии Инны Ивановны с представителем ВАРДИ, уполномоченный по правам ребенка юрист и юристом благотворительного фонда Харсхал, где практически более 1,5 часов мы обсуждали такие волнующие вопросы образования. Хочу сделать отсылку к этому эфиру, мы Да, обязательно там его интересно разместим. было, там ответы на вопросы, живые истории было, там очень интересно у нас все прошло мероприятие. Да. Спасибо, Елизавета Александровна, за комплимент. Всегда рада сотрудничать. Я эту презентацию могу отправить, чтобы вы ее тоже где-нибудь использовали. Хорошо, Да, она потому для что, родителей. да, есть вот вопросы, знаете, как бы говорят, ну вот, в общем, не буду вдаваться в подробности, хотела бы обратить внимание на чат. Позвольте, зачитаю. Здравствуйте. А в Северной Улысы комиссия выезжает по запросу администрации района или есть определенный график? Ну, так как все-таки мы от своего положения далеко не отходим, то, что наше заключение действительно 1 год, мы стараемся ежегодно посещать, ну, выезжать практически в Северные Улусы, но все зависит от финансирования. Но, слава богу, и в прошлом году, и в этом, ну да, вот в текущем 23-м мы очень много съездили, и на 24-й год у нас половина выездов уже
оплачено, запланировано. То есть у нас такого нет, чтобы мы десятилетиями не были в одном ВУЗе. Мы в течение года-двух все равно стараемся выезжать в наши собственные территории. Ну, то есть в Арктику и на север. То есть, если есть вопросы по графику, также могут обратиться к вам на телефон, который здесь Естественно, указан, да. и Да, да. уточнить. Ага, Хорошо. еще есть вопрос. Какой АОП рекомендуете для ребенка-инвалида по кожным заболеваниям? По кожным заболеваниям здесь всегда идет упор на интеллект. Если у ребенка нет трудностей в усвоении общеобразовательной программы, тогда ребенок учится по общеобразовательной программе. Если у него есть трудности в усвоении общеобразовательной программы, тогда мы должны определить, к какому столбику он относится. Или к норме, или к задержке, или, не дай бог, еще тяжелее нозологии. Но все зависит от заключений врача-невролога и врача-психиатра, потому что ПМПК, собственно, диагнозы мы не ставим. Мы ориентируемся на заключение. Для задержки психического развития нам обязательно нужно заключение врача-невролога, а для констатации состояния умственной отсталости обязательно нужно заключение от врача-психиатра. Ну, естественно, мы тоже проверяем и все используем в работе. Спасибо большое. Мгм. Пожалуйста. Можно задать личный вопрос тоже? Задавайте. У нас такая ситуация сложилась, сейчас тоже девочку вожу, свою дочь, на комиссию, и психолог сказал, что вы зря перевели сейчас ребенка в школу 8 вида, так как у нее по столбику, вот сейчас я обратила внимание, она говорит, у вас идет 7,2. Но дело в том, что в общеобразовательной школе Нижнего Курнаха у нас поддержки, как такой психолог, дефектолог, девочка плохо говорит, у нас нет. И в связи с этим, ну, как бы мы и выбрали так, что здесь хотя бы у нас хорошая поддержка в специалистах. И если вот по комиссии покажет, что у нее 7,2, а поддержки вот, и ну, вот эта программа, она будет ей сложна. Но можно ли будет оставить ребенка все-таки в школе 8 вида? Потому что ну, чтобы ей легче было именно работать больше со специалистами. Или это будет неправильно? Как лучше, не знаю. Ну, Мария Ивановна Кузнецова, она же у нас член ПМПК, директор школы. Пусть она посмотрит и рекомендует вам или 7,2, или все-таки констатировать вариант 1. Если вариант 1, то, естественно, ребенок может остаться в этой школе. Но если все-таки подтвердится 7,2, то по уставу школа не может брать детей, у которых вариант 7,2 задержка. Спасибо. Пожалуйста. Ага, спасибо большое. К сожалению, наше время с Инной Ивановной движется к концу плавно. Спасибо большое. Очень хотелось бы продолжить еще отвечать на вопросы родителей, которые они оставили, когда регистрировались. Но я еще раз хочу всех родителей призвать к просмотру эфира, который был посвящен вопросам образования в целом. И напоминаю о том, что если у вас есть вопросы, связанные с образовательным маршрутом вашего ребенка, вы всегда можете получить консультацию либо по номеру телефона, который указан здесь, либо обратиться к нам в фонд. Разрешите пригласить следующего спикера, который расскажет нам про меры поддержки семей, которые воспитывают детей с инвалидностью в Республике Саха-Якутия. Выступит у нас Слепцова Ирина Михайловна, руководитель Департамента социальной политики Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Ирина Михайловна. Ага. Так, хорошо. Я сейчас уточню, где Ирина Михайловна, но я вижу, что у нас есть представители социального фонда Российской Федерации. Как вы знаете, в прошлом году у нас произошло объединение, и есть некоторые важные уточнения, которые мы бы хотели в этом году обсудить. У нас есть два спикера от Социального фонда России.
Протопопова Наталья Степановна, начальник отдела социальных программ ОСФР по Республике Саха-Якутия, и Андросова Марианна Касьяновна, заместитель начальника отдела контроля установления пенсий, управления установления пенсий, отделения СФР по Республике Саха-Якутия. Коллеги, кому удобно выступить в первую очередь? Будет ли у вас? Добрый вечер, Мгм. уважаемые участники десанта. Меня зовут Протопопова Наталья Степановна. Я представляю отдел социальных программ Социального фонда России по Республике Саха-Якутия. Отдел социальных программ занимается двумя государственными услугами. Это обеспечение граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. И второе – обеспечение санаторно-курортным лечением также граждан, имеющих основания для получения путевки и оздоровления. Скажу, что у нас по изменениям нормативно-правовых актов произошли изменения именно в сфере компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации. С октября месяца расчет компенсации проводится по средневзвешенным ценам Дальневосточного округа. Это надо учитывать при приобретении именно технических средств реабилитации, которые вы хотите подать на компенсацию. И также у нас очень актуальный вопрос по обеспечению посредством формирования электронных сертификатов на получение и приобретение тех или иных технических средств реабилитации протезно-ортопедических изделий согласно индивидуальным программам реабилитации. Эти два основных пункта, по которым у нас были изменения. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вот эти изменения, как об этих изменениях актуально можно уточнять информацию родителям? Потому что мы достаточно специализированным языком передаем информацию, да, когда мы так или иначе профессионально в этой сфере заняты. Есть ли у вас какой-то портал, где можно почитать информацию, или консультативный центр? Да, у нас есть портал Социального фонда России, где вся информация по обеспечению граждан с инвалидностью. Все есть. И да, есть также информация по средневзвешенным ценам, где они могут посмотреть цену на определенные виды технических средств реабилитации. То есть и сравнить с магазинами, где именно приобретается. Скажите, пожалуйста, а как быть в ситуации, если средневзвешенная цена меньше, чем цена, например, рыночная, вот, которая есть в магазине? Вот эту вот разницу как можно изыскать? Ну, в теории. Теоретически никак это не взыскать, так как у нас компенсация производится по средневзвешенным ценам. Если вы купили по цене больше, чем указано у нас на сайте, то есть установлено, да, рассчитано, то, к сожалению, это только за свой счет получается. Ну, а в свою очередь родители могут открыть, допустим, какой-то сбор для того, чтобы собрать ту сумму, условно говоря, которая им, возможно, не хватало, либо прибегнуть к заемным Да, средствам, это так сказать. есть вот такие возможности. Скажите, пожалуйста, а по санаторно-курортному лечению как вот выглядит маршрут? По санаторно-курортному лечению тут основание у нас медицинская справка от лечащего врача медицинской организации, который выдает именно справку по профилю заболевания ребенка, и встает, то есть подается заявление, и у нас регистрируется заявление, то есть и при распределении путевок по тем или иным профилям, то есть предоставляется в порядке очередности. Скажите, пожалуйста, а если вот есть некоторое противоречие, которое родители хотели бы уточнить в вопросе того, вот эту справку дает педиатр или взрослому врачу, участковому терапевту тоже необходимо дать родителю справку, или родитель предоставляет справку только педиатру?
Ну, если это ребенок, то только на ребенка эта справка. Если это взрослый, то со взрослого справка. Но при предоставлении путевки ребенку также предоставляется такая же путевка, то есть и при заезде в санаторно-курортное учреждение, то есть и ребенок, и родитель или представитель ребенка обязательно должны пройти санаторно-курортную карту. Скажите, пожалуйста, был еще такой вопрос. Если, допустим, ну вот я буду вот этим родителем общего сбора, да, у которого есть вопросы. У меня есть один ребенок с инвалидностью и один ребенок без инвалидности. И если мы получили путевку в санаторий, могу ли я доплатить за второго ребенка для того, чтобы поехать с двумя детишками? Ну, это вам необходимо, нужно будет выйти на санаторно-курортное учреждение, и при возможности санаторно-курортного учреждения принять дополнительно ребенка за счет уже средств представителей, родителей, то, конечно, можно. Но проезд и путевка оплачивается только детям с инвалидностью и родителям, сопровождающим родителям. Ну, последний вопрос, наверное, по санаторно-курортному лечению, который очень часто возникает, заключается в том, что иногда родители принимают решение самостоятельно обратиться в учреждение санаторно-курортного лечения. И у них может быть разная вот правовая форма. Есть ли в каком-то из этих случаев возмещение, если сам родитель пожелал определить ребенка в санаторий? Ну, мы как Социальный фонд России, как исполнители именно государственной услуги по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение, мы все закупочные процедуры, то есть все путевки, которые мы приобретаем для обеспечения граждан, проводим через закупочные процедуры согласно федерального закона номер 44 ФЗ о закупках. И поэтому закупочные процедуры проводятся в открытых аукционах, электронных конкурсах. И какое санаторно-курортное учреждение выйдет уже по итогам проведения этих аукционов, с теми и заключается государственный контракт. То есть здесь, к сожалению, не все санаторно-курортные учреждения могут выйти в связи с тем, что учреждения именно предоставления детям лечения санаторного, то есть их по России не так много. И вся Россия делает также закупки, то есть по всем регионам получается, что как бы время дается мало совсем, то есть и периоды. Мгм. Помню, когда в прошлом году проводили вот подобную встречу, родители предлагали взять временные вот позиции для лечения летом, но если я правильно понимаю, то вот учреждения санаторно-курортного профиля так или иначе, ну, тоже существуют за счет нескольких источников финансирования, и, как правило, в летнее время предпочитают продавать свои путевки, возможно, частным лицам. У нас возник вопрос у нашей слушательницы на Ютубе. Добрый вечер. Если мы электронный сертификат подавали в сентябре, но из-за того, что финансов не было, получили обувь только в декабре, когда мы сможем подать повторно? Если это ребенок, то согласно программе реабилитации раз в полгода можете подать заявление на обеспечение по государственным контрактам, по компенсации или посредством электронного сертификата. Здесь то нужно есть смотреть сроки именно пользования тем или иным средством, которые у вас прописаны в индивидуальной программе реабилитации. Ага, хорошо, спасибо большое. Я думаю, мы перейдем к вашему следующему специалисту из социального фонда, Да, спасибо Марианна большое. Касьяновна. Да, спасибо большое. Благодарю. Наталья Касьяновна. Ой, Марианна Касьяновна, простите, пожалуйста.
коллеги, Марьяна Касьяновна. Ага, так, сейчас уточним тогда. Также мы традиционно приглашаем наших партнеров Бюро медико-социальной экспертизы, которые традиционно отвечают на вопросы про инвалидность, ее установление и вообще, что это такое. И сегодня выступит Мордовская Нургуяна Ильинична, руководитель бюро МС номер 6 для свидетельствования лиц в возрасте до 18 лет. Нургуяна Ильинична, здравствуйте. У вас будет презентация? Здравствуйте, у меня, да, презентация будет, сейчас включаю. Видите, да, презентация? Пожалуйста, еще раз запустите. Демонстрация экрана. Да, включила. Да, все есть. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели, благодарю нашего онлайн-десанта. Меня зовут Нургуяна Ильинична Мордовская, я руководитель бюро медико-социальной экспертизы для свидетельствования лиц в возрасте до 18 лет. И, так, у нас тема сегодня актуальные вопросы по медико-социальной экспертизе. У нас основной приказ – это постановление правительства Российской Федерации номер 588 от 4 мая 2022 года, правила признания лица инвалидом. Инвалидность у нас устанавливается, если есть стойкие нарушенные функции, которые приводят к ограничению жизнедеятельности. Ограничение жизнедеятельности – это у нас 7 категорий: самообслуживанию, передвижению, ориентации, общению, контролю, обучению или заниматься трудовой деятельностью. У детей это обучение основное, у взрослых это трудовая деятельность. И необходимости мероприятиях по реабилитации или абилитации. Наличие одного из условий не является основанием для установления категории ребенок-инвалид. Так. Медико-социальная экспертиза у нас по изменениям нашим, да, может проводиться с личным присутствием или без личного присутствия. Эти данные уже уточняются при оформлении направления. Врачи заполняют по желанию законного представителя. Если они хотят с личным присутствием, то уже к нам направление поступает. Мы данное направление регистрируем, проверяем. Если все данные есть, то мы производим звонок и по звонку уточняем насчет времени и даты освидетельствования. А если без личного, то мы отправляем по почте заказное почтовое извещение, извещение о проведении медико-социальной экспертизы. В случаях, если мы освидетельствование проводим, и если будут не хватать какие-либо документы, мы можем разработать программу дополнительного обследования. Эта программа дополнительного обследования, мы можем запросить данные, может там выписку с амбулаторной карты или каких-либо специалистов. Законные представители имеют право согласиться или отказаться. В случае отказа решение будет выноситься по тем документам, которые у нас есть. И если лично проходит освидетельствование с личным присутствием, мы даем законному представителю бланк ПДО и согласие. Они заполняют, если согласны, то подчеркивают согласие, и уже с этого дня они уже программу дополнительного обследования записывают, идут к своему врачу, они назначают, да, на обследование. А если у нас без личного присутствия, тогда мы отправляем письмо по адресу, который у нас указан в направлении, и после получения письма в течение 3 дней законные представители нам должны отправить согласие или отказ по почте. Но это у нас по новым изменениям по 588 приказу. И после получения решение будет выноситься с учетом ПДО. Если законный представитель отказ подписал, тогда решение будет выноситься по тем документам, которые у нас уже предоставлены в форме 088. Так, а если граждане не согласны с решением бюро, по соответствию нашего постановления пунктом 55 они имеют право обжаловать наше решение бюро
в главном бюро, это находится на Курушева 65, это в нашем же здании, да, а главное бюро, подав заявление, написав заявление через регистратуру. Далее могут обжаловать в Федеральном бюро в городе Москва или через суд, установленном в порядке законодательством Российской Федерации. Заявление можно подать у нас лично, на Курушева 65, или с использованием электронного единого портала. Так, у нас вот наши новые изменения. Первый этап – это этап вступления в силу отдельных положений правил признания лица инвалидом. Первый этап – это с 1 июля 2022 года. Выбор гражданина предпочтительной формы проведения с личным присутствием или без личного присутствия. Второй этап – это с 1 февраля 2023 года использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал госуслуг». Третий этап – это с 1 июня 2023 года проведение медико-социальной экспертизы дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий. И четвертый этап – это у нас уже вступает в следующем году, с 1 января 2024 года. Освидетельствования у нас будут проводиться без доступа к персональным данным гражданина, вне зависимости от места проживания, нахождения гражданина. Получается, направления к нам поступают, и мы не знаем направление на именно кого поступило. Да? Получается, будут поступать неизвестно то, что вот и не именно наши дети с республики, а могут поступать с других регионов Российской Федерации. И данные у нас, они будут видны, когда уже мы вынесем решение, и только тогда мы узнаем то, что фамилия, имя ребенка, когда будем уже печатать документы. Так, и информирование о ходе проведения медико-социальной экспертизы. Законные представители могут зайти в госуслуги, и там надо авторизоваться в госуслугах и перейти в раздел «Все уведомления», и там у нас есть электронные письма от государственных органов, там надо выбрать бюро МС, и тогда будут приходить, если они будут вот это сделают, тогда будут приходить уведомления о регистрации направления, о том, когда назначено свидетельствование. По QR-коду тоже можно, поэтому. Так. И если у нас по заявлению без формы 088 мы можем выдать дубликат справки, если граждане потеряли справку или там в связи с порчей справки, выдача новой справки в случае изменения персональных данных, внесение изменений ИПРА и включение в ИПРА товаров и услуг, приобретаемых за счет мат-капитала. Внесение изменений у нас могут быть, если дети хотят менять размер подгузников, потому что дети у нас растут, размер тоже все меняется, и количество тоже у нас по возрастам разные. И персональные данные тоже. Вот в последнее время к нам через госуслуги вот такие заявления поступают, очень тоже хорошо, да, уже выдача дубликатов тоже. А вот это тут на этом слайде видно то, что по направлению на МС, что мы делаем. Это установление группы инвалидности, установление категории ребенок-инвалид, разработки ИПРА, установление срока. И у взрослых у нас вот установление УПТ, причины инвалидности, определение нуждаемости по состоянию здоровья. Так. И тут у нас предоставлены перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации, интеграции в обществе детей инвалидов за счет мат-капитала. Получается, вот эти данные, если родителям показан материнский капитал, они могут получить эти перечисленные технические средства. Да, у нас, например, идут ванна, велосипед с ручным приводом, вспомогательные средства, инструменты для измерения климатических параметров, доски для письма, игры, клавиатуры, настольные компьютеры, кресла для ванны на колесиках, функциональные кресла, калькуляторы, там читающие машины, пишущие машины, часы. Ну вот у нас тут разный перечень, да, всего 60 услуг у нас есть.
Так, и далее у нас уже вот с 27 апреля этого года у нас поменялся приказ технических средств реабилитации об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами инвалидов. После этих изменений мы каждое техническое средство реабилитации в комментариях пишем. Если показаны костыли, то размер костылей, если коляски, то высота, длина, ширина кресла коляски, и какие приспособления ребенку нужны, боковые упоры, зазоры, спинка. Вот эти данные мы все пишем. И эти данные тоже, вот когда направление на медико-социальную экспертизу оформляют врачи, тоже эти данные все они переписывают, ну, они пишут, какие кавоприемники нужны, какого размера подгузники нужны, трости, кресла, коляски. Так, и вот мы предоставили тут контакты медико-технической комиссии. Ортолайф, это они выдают заключение медико-технической комиссии на ортообувь, корсет, бандаж, головодержатели, тутора. Они находятся на Кирсанова. И центр протезирования, ортезирования Ортомед, они выдают только на протезы конечностей и экзопротезы. Но это в основном у взрослых детей. Ну, у взрослых точнее, да. И вот последние протезно-ортопедические предприятия движения «Это жизнь», это выдают акты с рекомендациями на протезы, обувь и ортезы. У нас в основном мы направляем, они предоставляют нам заключение акта МТК по акту, согласно акту МТК, если показаны технические средства реабилитации, то мы рекомендуем ВИПРА. И тут я предоставила наши контактные данные, это бюро номер 6 для свидетельствования лиц в возрасте до 18 лет, наш контактный номер, наш сотовый номер и наш адрес нашей электронной почты. И тут контактные данные медико-социальной экспертизы. У нас есть единая регистратура. Мы находимся по адресу города Якутск, Курашова, 65. Телефон регистратура, рабочее время. И тут наш сайт, все наши приказы, постановления, все наши новости можете посмотреть на нашем сайте. Вот сайт тоже тут у нас есть. И вопросы, касаемые медико-социальной экспертизы, можете задать на горячей линии или едином контакте центр. Там у нас тоже специалисты работают. Так, вкратце у меня так. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я рада буду отвечать на вопросы. Так. Спасибо большое. Я тут поставлю, чтобы смотрели, да? Да. Ну, в свою очередь, хотелось бы выразить очень положительный отзыв по вопросу вашей, если я правильно понимаю, публичный совет. Я забыла, как называется. Вы достаточно часто Бюро МСЭ проводите вот общественные встречи с приглашением заинтересованных уполномоченных лиц. И актуальную обратную связь даете всегда по нашим вопросам, проблемным ситуациям. Ну и мне кажется, что в последнее время вот прохождение инвалидности, да, и вообще получение результатов достаточно автоматизировалось, стало более удобным для родителей. И как бы основные вопросы возникают у нас по большей части у родителей, у которых инвалидность установлена до 18 лет, и, как вы справедливо заметили, детишки растут, и возникает вопрос, а как внести изменения в ИПРА для того, чтобы получать подгузник побольше, либо поменять коляску, или получить обувь и так далее. Знаете, у нас был еще также вопрос от родителей, дети которых переходят из детской группы на какую-то взрослую. Скажите, пожалуйста, вот возникает вопрос дальнейшего трудоустройства ребенка, у которого раньше был статус ребенок-инвалид, и сейчас вот у него, допустим, планируется в теории переосвидетельствование на группу инвалидности. Как выглядит установление, вот, ну, вообще определение, может ли человек работать? Вот немного про это для наших родителей взрослых детишек. Ну вот насчет профессиональной реабилитации у нас дети после 14 лет все имеют право на труд. Если они к нам приходят с личным присутствием, то мы
им даем лист информирования о том, что они ознакомлены и то, что они могут работать, да. И у нас бывают такие дети, которые после 9 класса поступают уже вот среднее профессиональное образование, тогда мы можем рекомендовать ограничение жизнедеятельности по трудовой деятельности. И мы можем тогда уже разработать ВИПРА, профессиональную реабилитацию, там мы можем содействие трудоустройства, профориентацию можем выбрать, да, эти данные. Если даже вот если у детей срок инвалидности до 18 лет, но они хотят уже работать, тогда они могут обратиться к своим врачам для оформления направления для разработки ИПРА, и мы можем в ИПРА внести вот эти данные, профориентацию, содействие, то, что рекомендуется взрослым, потому что дети после 14 лет, они уже как взрослые, они уже получают паспорт тоже, поэтому у нас так по реабилитации профессиональной. Ага, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что услуги по профориентации будут получать они в центре «Моя работа», ну, по старому понятию, условно говоря, биржа труда, правильно? Да, ага, вот центры занятости населения. В центре занятости Да. населения. Спасибо большое. Ага. Уважаемые родители, есть ли у вас вопросы? Родители и специалисты. Так, есть вопрос, поскольку у нас идет трансляция одновременно в Ютубе, я зачитаю вопрос от нашего зрителя. Здравствуйте, если из-за нежелательного поведения ребенка он не может пройти реабилитацию, то у МСЭ могут возникнуть вопросы к родителю. То есть имеется в виду, что ну вот есть год, на который, допустим, ребенку установлена инвалидность, но в течение вот этого года ребенок по каким-то причинам не проходил реабилитацию, будь то поведение, будь то невозможности там, у семьи, как бюро МСЭ к этому относится. И может ли это служить для каким-то поводом для снятия инвалидности? Ну, снятие инвалидности у нас все равно, мы смотрим по нашему приказу, по постановлению. Год для реабилитации мы даем, чтобы дети получали лечение, динамическое наблюдение, получали в реабилитационных центрах лечения. Но в направлении врачи пишут, по какой причине дети не прошли. Но если сохраняются нарушенные функции, то уже комиссией будет решено. Но то, что я вот точно сейчас не могу сказать, инвалидность будет, не будет, но все равно эти данные, потому что у нас медико-социальная экспертиза, мы, получается, все равно смотрим социальную сторону, вот, ну, да, социальную сторону оцениваем, и медицинское лечение тоже оцениваем. Ну, это зависит в основном у нас, свидетельствование зависит от того, как они заполняют направление. Если без личного присутствия, там уже некоторых вообще очень коротко пишут, у некоторых очень хорошо все подробно переписывают. Тоже от СМЕ организации тоже многое зависит. Скажите, пожалуйста, а как-то родитель может контролировать то, что пишет врач? Потому что, например, иногда родители, ну, дают нам разностороннюю обратную связь, у них возникает сомнение, что, допустим, их постоянный основной врач ушел либо в отпуск, либо на больничный, ситуации разные бывают, и направление на МСЭ пишет врач, который, возможно, не ведет ребенка в течение какого-то продолжительного времени, и у родителя есть справедливое сомнение по поводу отражения данных. Вот это направление, оно как-то родитель может его посмотреть, или он должен доверять всецело медицинской организации? Как быть, чтобы вот этот вопрос щепетильный, так сказать, решить? Да, вот этот вопрос у нас тоже стоит, потому что, ну, они законные представители, они уже до отправления направления на медико-социальную экспертизу по заявлению, они могут посмотреть направление в поликлиниках заранее. Потому Ага. что если они к нам поступают направление без личного присутствия, мы уже решение принимаем по тем документам, которые у нас есть, и иногда бывает сомнение, тогда мы разрабатываем программу дополнительного обследования, или там у нас иногда пишут некоторые обследования не полностью, что у нас иногда бывает, ну, служит для возврата направления, поэтому
Если бы они все заранее уже уточнялись, было бы очень хорошо. Это уже на стадии оформления направления на МС надо уточнять в поликлиниках. И когда с личным присутствием к нам приходят, мы тоже говорим, потому что с собой обязательно документы или копии документов, потому что все документы, которые сдают врачам, они все переписывают и нам отправляют электронно. Вот некоторые данные могут полностью не дописать, поэтому тоже разногласия тут могут быть. Поэтому на стадии оформления на МС там уже в медорганизации лучше уточнять этот вопрос. Ага, то есть необходимо родителю проявлять более такую активную позицию, потому что действительно очень важно отразить те обследования, которые ребенок проходил, либо почему он их не проходил. Хорошо, спасибо большое. Ну, есть достаточно много изменений, связанных вот с прохождением специалистов, но я думаю, что актуальная информация обновляется на ваших информационных порталах. Также для родителей мы хотим обратить внимание на портал ФГИС Free, где есть актуальная информация, можно пройти авторизацию родителю как законному представителю и скачать в электронном виде программу ИПРА, размещается очень удобно. Поэтому спасибо большое. Уважаемые родители-специалисты, если вопросов нет, давайте поблагодарим Нургуяну Ильиничну за то, что она выделила свое время для нас. Спасибо. Самое время перейти к Социальному фонду России. У Андросовой Марианны Касьяновны удалось подключиться. Шо, вам слово. Добрый вечер. Меня слышно, да? Да, вас слышно, все хорошо. Ага. Добрый вечер, дорогие родители, дорогие коллеги. С наступающим вас Новым годом. У меня тема пенсия, социальная пенсия и ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Дети с особенностями здоровья входят в круг получателей социальной пенсии по инвалидности. Социальный фонд назначает ее в беззаявительном порядке, то есть на основании данных из Федерального регистра инвалидов. Сведения поступают к нам из ФГИС Free, и социальный фонд автоматически назначает, если у ребенка есть регистрация постоянная о проживании. Постоянная регистрация проживания в Российской Федерации. Поэтому я советую всем родителям сразу регистрировать по месту жительства ребенка. Вот. Если нету, мы направляем уведомление родителям, тогда будет уже заявительно. Заявительно подается заявление через МФЦ, через госуслуги, через клиентские службы социального фонда. Размер пенсии у нас в этом году, в 2023 году, 17 167 рублей в месяц. Эта сумма ежегодно повышается. Жителям Крайнего Севера, то есть, например, в городе Якутске, 1,4 районный коэффициент, тогда будет сумма социальной пенсии 24 033 рубля. Вот. Но эта сумма идет с районного коэффициента. Детям с инвалидностью пенсию могут выплачивать по выбору, через банковский счет, через почту. Но ребенок имеет право на пенсию имеет сам ребенок или же родитель. Если родитель, то открывается номинальный счет. Это родитель открывает, и это защищает, например, от списания по долгам родителя. С 14 лет ребенок вправе самостоятельно получать установленную ему пенсию. Так, это о социальной пенсии. Еще в заявительном порядке у нас есть ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Это указ президента Российской Федерации
от 26 февраля 2013 года, номер 175. Родитель имеет право на эту выплату, если он осуществляет уход за ребенком до 18 лет и если он не работает. Сейчас в 2023 году эта сумма 10 тысяч рублей без районного коэффициента, но с районным коэффициентом это будет 14 тысяч, если в городе Якутске. С 2014 года, вернее, с 1 января 2024 года у нас вступает в силу другой указ об изменении указа номер 175, то есть 1 января 2024 года родитель на эту выплату имеет право родитель, который работает на 0,5 ставки, то есть частично работает. И работу ведет в условиях дистанционно или на дому. Вот. Это заявительно. Можно подать это заявление через госуслуги, тоже очень удобно. Так, у меня все. Могу ответить на вопросы. Хорошо. Да. Я сегодня в роли собирательного родителя, поэтому позвольте задать вопрос по номинальному счету. Скажите, пожалуйста, за расход средств с номинального счета необходимо ли сдавать отчет в опеку или как-то вот родителей смущает, что номинальный счет – это что-то неизвестное? Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть более подробно про это. Конкретно насчет номинального счета не могу сказать, но можете этот вопрос я могу ответить вашему куратору. Сейчас на данный момент я не могу ответить, но это взрослый открывает этот счет. Все, больше я могу Просто расскажу, в чем связан вопрос. Дело в том, что у нас есть дети с инвалидностью, которые находятся под опекой. И если человек является опекуном, то он также открывает номинальный счет, и ежегодно он сдает отчет в опеку по вопросу расходования средств. И получается, как бы он переводит опекун с номинального счета на свой счет, ну и как будто бы вот этот вопрос быстро решается. Вот когда мы собирали регистрации, родители спросили, а кто будет распоряжаться номинальным счетом, нужно ли будет сдавать куда-то отчет, например, в СФР или в опеку, то есть возникли такие вопросы, поэтому нам нужно будет уточнить этот вопрос. И я думаю, обязательно, я обязательно уточню этот вопрос, отвечу. Мы выпустим потом информационный большой пост. Хорошо. Хорошо. Скажите, пожалуйста, тогда очень важное нововведение, которое на 0,5 ставки предлагается работать родителю. Если все мамы перейдут на 0,5, как бы, если вот какой-то такой вопрос? Почему 0,5? У нас вот мамы иногда спрашивали, потому что частичная это занятость. нововведение с 1 января 2024 года. Если родитель ведет свою трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени, работает на 0,5 ставки, допустим, на работе у себя, или же дистанционно, или же у себя на дому, то полагается ежемесячная выплата, да. Это такое интересное нововведение. Мне кажется, что практикой оно обрастет, когда мы вот, так сказать, шагнем в Новый год. Да, это с 1 столкнемся. января. Указом номер 912 введен с 1 января. Спасибо большое. Благодарим. Ну, мне кажется, это очень такое важное решение, которое ждали наши родители, потому что вопрос вот трудоустройства и ухода за ребенком, он достаточно такой щепетильный, потому что, например, вот я тоже сама
настоящая мама ребенка с инвалидностью, и вот эти вот даже 4 дня, которые положены как доп. Выходные родителю ребенка с инвалидностью, ну, иногда возникают противоречивые вопросы по тому, как бы предоставлять ли их сотруднику, а эти дни теперь еще и копятся, что тоже вызывает некоторое, ну, такое, я так скажу, интересную реакцию. Вот. Поэтому мы очень рады за то, что были услышаны родители, и такая хорошая законодательная инициатива была, так сказать, принята. Так, есть вопрос у нас на YouTube-канале. Те, кто работают по договору ГПХ, имеют право на уход с 2024 года. Мне кажется, это больше вопрос к юристу, если я правильно понимаю, да? Как будто бы Кто работает по ГПХ, родитель. Если является родитель. Если родитель работает полный рабочий день по договору ГПХ, все равно является работающим родителем. Если там по договору на 0,5 ставки или неполный рабочий день, то можно дополнительно предоставить документы о том, что это неполный рабочий день отработан, и этот трудовой договор предоставляется в социальный фонд. Хорошо. Это подтверждает неполный рабочий день. Спасибо в этом большое. договоре Либо справка работодателя, А может быть, заранее в договоре можно прописать, что это неполный рабочий день? Да, и этот договор предоставляется. То есть различные варианты подтверждения неполного рабочего дня, Да. но все-таки мне кажется, что именно как должно это выглядеть в идеале, мы сможем уточнить, когда мы войдем вот в этот вот период 2024 года. Эта практика у нас образуется, и мы сможем достаточно более, ну, как бы конструктивно информировать, как должно быть вот по инструкции. Спасибо большое. Мы благодарим И вас. еще один момент. Один из родителей, воспитавших до 8 лет ребенка с инвалидностью, может выйти на пенсию по старости досрочно. Это в 50 лет женщина-мама, если имеет страховой стаж 15 лет, общий страховой стаж. Тут не входит ни РКС, ничего. Просто если мама имеет 15 лет стажа, имеет право в 50 лет выйти досрочно на пенсию по старости. Отец 55 лет. Но так как мы живем в районе Крайнего Севера, если есть мама имеет 2 и более детей, мама, допустим, претендует на эту пенсию, женщина, родившая 2 и более детей, а отец может претендовать как родитель, воспитавший до 8 лет ребенка-инвалида в 55 лет. Это очень важный вопрос. Еще есть вопрос в чате. С сентября введен ли закон 24 дня добавляют к отпуску, то есть добавляют, оплачивается ли это? Отпуск? 24 дня, которые копят по 4 дня в месяц. Да, оплачиваемые. Это оплачиваемые, получается, дни. Да, по среднему заработку. Но, опять же, уважаемые родители, смотрите, как у вас начисляется заработная плата, потому что в первую очередь расчет вашей заработной платы и среднего заработка за день, конечно же, зависит непосредственно от того, как у вас этот вопрос считается. Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что мы уже почти перешли к следующему нашему завершающему спикеру нашего десанта. Я еще раз хочу пригласить наших слушателей, зрителей просмотреть наш эфир, который мы проводили в рамках Дня правовой помощи, в рамках которого затрагивались и вопросы по образованию, и вопросы по различным аспектам, да, как бы процесса жизни семьи ребенка с инвалидностью и ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Мы размещаем все свои ссылки в социальных сетях фонда, и в том числе данная запись также будет у нас представлена на нашем YouTube-канале.
И разрешите представить спикера, который завершит нашу сегодняшнюю встречу, с которым, возможно, вы хорошо знакомы, председатель нашего регионального отделения Всероссийской организации родителей детей с инвалидностью, называется ВАРДИ. Я специально расшифровываю, чтобы не смущать никого непонятными аббревиатурами. Кондратьева Олеся Эдиковна. Добрый день, уважаемые родители. Сегодня я хочу рассказать о деятельности ВАРДИ. Я думаю, многие слышали эту аббревиатуру, как сказала Елизавета, ВАРДИ, но немногие знают, чем конкретно занимается эта организация. Региональное отделение создано в 2019 году и дополнило такие организации всероссийские, как ВОК, ВОС и ВАИ. Вот эти организации ранее не могли представлять интересы детей с инвалидностью. То есть эта группа «Дети с инвалидностью», наши дети, они не могли быть членами какой-либо всероссийской организации. Вот с 2019 года создан ВАРДИ, и мы, родители, наконец-то имеем возможность представлять интересы своих детей. Целевую группу ВАРДИ входят дети с инвалидностью, взрослые с ментальной и иной инвалидностью, которые нуждаются в своем представительстве, и семьи и близкие родственники детей с инвалидностью. То есть это огромная целевая группа, в которую входят кроме детей также и родители и дети с ментальными нарушениями. Региональное отделение ВАРДИ создано для продвижения инициатив родительского сообщества по созданию достойных условий жизни в обществе. Деятельность ВАРДИ направлена на улучшение качества жизни, взаимодействие с организациями, властями и ведомствами, добивается соблюдения прав, предоставления качественных и разнообразных услуг во всех сферах жизни детей и взрослых с инвалидностью, а также благополучия семей. Мы находимся в тесном контакте и взаимодействуем с другими регионами по обмену опытом и решением тех или иных вопросов и обмену лучшими практиками. Чем это важно? Да, в разных регионах вопросы решаются по-разному, да, и на примере других практик мы можем решить эти проблемы в наших регионах. И здесь вы можете сейчас посмотреть на слайде направление работы ВАРДИ. Можно увидеть, что это практически все сферы деятельности, касающиеся людей с инвалидностью. Угу. Региональное отделение в конструктивном диалоге взаимодействует по широкому кругу вопросов с региональными властями, министерствами, также бюро медико-социальной экспертизы, отделением СФР и входит в общественные советы ведомств. Также мы вошли в состав родительского совета при главе республики, на котором можем озвучивать волнующие нас вопросы. Региональное отделение ведет работу в тесном сотрудничестве с прокуратурой Республики Саха-Якутия и города Якутска в интересах соблюдения прав нашей целевой группы и обеспечения лекарственными средствами, питаниями и другими вопросами, касающимися прав людей и детей с инвалидностью. Также стали традиционными встречи родительской общественности с прокуратурой города Якутска, на котором родители лично могут задать вопросы и получают консультации о дальнейших действиях. У нас в нашем регионе восстановлены права детей с инвалидностью. В 2022 году введено постановление номер 313 от 14 октября Якутской городской думы о обеспечении двухразовым горячим питанием детей-инвалидов в образовательных учреждениях. Это огромная победа на самом деле, и в этом году мы провели проверки в общеобразовательных организациях совместно с прокуратурами о том, как реализуется это постановление. Конечно, были выявлены некоторые нарушения, да, которые в данное время устраняются. Решаются также проблемы с обеспечением, вернее, они уже решились, да, проблемы с обеспечением системами непрерывного мониторинга глюкозы. Да. Как известно, дети с заболеванием сахарного диабета были вынуждены покупать НМГ за свой счет. С прошлого года у нас нашим регионам выделены необходимые средства на приобретение всех необходимых медицинских изделий для детей с заболеванием сахарного диабета. Этих детей у нас в регионе примерно 250 детей.
Также проводятся совместные проверки по доступности дворовых территорий. Известно, что наш регион вошел в федеральную программу «1000 дворов», да, по которой реализуется за средства федерального бюджета. Много дворов достаточно и в городе Якутске отремонтированы по этой программе. Да. Мы проводим проверку, насколько доступными являются эти дворы. Также выявлено достаточно большое количество нарушений, по которым вынесены представления и взяты на контроль. По инициативе нашей организации совместно с Министерством здравоохранения и благотворительным фондом Хрысхал в октябре этого года уже во второй раз была проведена такая очень хорошая акция «Комплексные медосмотры для родителей», что очень важно. Важно не просто воспитывать наших детей, но и следить за своим здоровьем, так как это напрямую зависит, от этого напрямую зависит благополучие наших детей. Комплексные медосмотры, предполагается, что в один день родители могут пройти узких специалистов в одном месте, сдать анализы. И если у кого-то есть какие-то серьезные нарушения, родители направлялись у нас на второй этап комплексного медосмотра по узким специалистам. Также наше региональное отделение в прошлом году впервые провело региональный этап премии «Родительское спасибо». Это федеральная премия, в котором приняли участие 8 номинантов. «Родительское спасибо» — это премия, на которой родители сами выбирают, кому сказать спасибо. Федеральным номинантом от нашего региона стала министр труда и социального развития Елена Александровна Волкова, которая действительно много делает для того, чтобы наши дети, именно категория не только детей, но и людей с инвалидностью, достаточно хорошо себя чувствовала в обществе. Реализуются такие проекты, как сопровождаемое проживание и многие другие проекты. На самом деле в Дальневосточном федеральном регионе наш регион единственный пока, который реализует программу сопровождаемого проживания именно на таком хорошем уровне. Наш регион представил своего участника также на всероссийский конкурс лучших практик СОНКО в сфере помощи детям с инвалидностью и инвалидам с детства 18+. Также их семьям, этот конкурс назывался «Меняем мир вместе». Победителем регионального тура стало инклюзивный театр «Алгыз Благословения» и представил нашу республику на федеральном этапе конкурса в городе Москве. Церемония награждения состоялась в Общественной палате Российской Федерации в мае этого года. Тоже по итогам этой практики будет собран справочник с лучшими НКО, который будет рекомендован государственным организациям для поддержания. 27 мая 2023 года в Москве также состоялась в Общественной палате Российской Федерации Всероссийский юбилейный съезд ВАРДИ, на котором наше региональное отделение приняло активное участие. И также мы приняли участие в социальном форуме «Хабаровск. Город возможный», город, где хочется жить. Да? Вот это очень хорошие практики, обмены практиками лучшими, да, на которых мы можем задавать волнующие нас вопросы, которые в других регионах уже решены. Ежедневно проводится большая работа по консультационно-правовому сопровождению семей, воспитывающих детей с инвалидностью и инвалидов старше 18 лет, с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в своих представительствах. Ни одна семья, обратившаяся в ВАРДИ, не остается без внимания. Наши контакты вы можете посмотреть вот здесь. Угу. И я могу ответить на интересующие вас вопросы. Спасибо большое. Давайте я еще раз пока что на экране оставлю слайд с контактами. Уважаемые специалисты, родители, есть ли у вас вопросы, на которые мы могли бы ответить? Так, я сейчас посмотрю наш YouTube-канал. Дело в том, Да, что... пока вы смотрите, да, я хотела бы немножко
внести, да, вот один момент был вопрос к Социальному фонду России по обуви, да. Обувь у нас для детей предоставляется не раз в полгода, а раз в 3 месяца. Это 2 пары обуви на толстой подкладке и на тонкой подкладке. Если вы получаете это техническое средство реабилитации через сертификат, то вы можете, вот когда вы получили, например, 15 декабря обувь, ровно через 3 месяца, 15 числа, подать заявку на предоставление вам электронного сертификата и вновь получить 2 пары обуви. Да, это очень важно, потому что иногда действительно финансирование может задерживаться, но вам необходимо фиксировать дату получения той или иной вида поддержки для того, чтобы потом была возможность еще раз оставить заявку. Так. Мне кажется, несмотря на то, что мы встретились в предвечернее время в будний день, наша встреча, наш десант прошел достаточно продуктивно, интересно, и мы смогли затронуть важнейшие изменения, которые вступят в силу с 2024 года, а также ответить на вопросы, которые волнуют всех родителей. Я призываю всех, кто нас смотрел, или тех, кто смотрит записи, помнить о том, что вы всегда можете записаться к нам в фонд, получить необходимую интересующую информацию, в региональное отделение ВАГДИ, и также все организации, представители которых выступили сегодня у нас в рамках нашего десанта, также указали свои контактные данные. Не стесняйтесь, не бойтесь. Очень важно получать проверенную официальную информацию из первых уст. Ну и хочется пожелать всем хорошего предновогоднего настроения. Помните, что вместе мы делаем мир лучше, и вместе мы можем больше. Если вопросов нет, я остановлю тогда нашу трансляцию на YouTube. Я еще раз благодарю всех спикеров, кто сегодня подключился. Мы отдельно вас отметим, уважаемые коллеги. И сертификаты участникам, которые указали, что им необходим сертификат, мы вышлем завтра в течение дня. Всем спасибо. До новых встреч. До свидания. Спасибо.